Где родился, там и сгодился. Так часто говорят те, кто не ищет ничего за горизонтом, довольствуясь тем, чего достигает взор. Таким воспитывался и наш герой. Но в конце 19-го столетия, когда ветер перемен долетел до самых удаленных окраин некогда Великой Российской империи, многие услышали в его шуме призыв к действию. Так и сегодня, спустя 100 с лишним лет, эхом доносятся голоса прошлого и увлекают новых пассионариев за собой. Так почему же самые звонкие, самые пронзительные из них или стихают вмиг, унесенные выстрелом, или бегут прочь, растворяясь в сонмах чужих речей? Садри Максуди, или Садриддин Максудов, родился 23 июля 1878 года в деревне Ташсу, неподалеку от Казани. Ему повезло вдвойне – со знатным происхождением и со старшим братом по имени Ахмед Хади. Оба этих фактора повлияли на довольно скорое формирование сильной личности с крепким прозападническим инакомыслием, столь чуждым погрязшей в религиозных путах дореволюционной татарской губернии. Деревня, она закладывает некую целеустремленность. Задаются такие начала, и моральные, и просто навыки. Мы же как-то думаем всегда, что надо быть образованным, да, нужно знания иметь, прочее. Но столь же важно навыки иметь, как использовать эти знания. Это давалось с детства выживать, быть первым среди своих сверстников, среди своих коллег. И это у него осталось и двигало его, в какую бы сферу он ни попадал, он старался в этой сфере быть первым, но в рамках тех правил, которые существовали в этом сообществе. Пятый ребенок в семье, Садри Максуди сначала обучался в медресе у муллы отца, потом был отправлен в Апанаевское медресе в Казань, что было традицией рода Максудовых. Там, будучи шакирдом в классе родного брата, он получает возможность продолжить обучение в самом прогрессивном медресе всей Российской империи Зинджирлы в Бахчисарае. Проблема была в том, что российское законодательство не позволяло создавать светские учебные заведения для татар. И университеты были запрещены для татар. Поэтому некоторые медресе брали на себя вот эту обязанность. И они были, как мы называем, высшие медресе. Там обучали многим светским предметам. Поэтому это целый ряд таких медресе порождали выдающихся личностей. Если бы не Ахмед Хади, не случилось бы первая из судьбоносных встреч в жизни Садри Максуди. Его знакомство с Исмаилом Гаспринским, создателем новых методик, просветителем и директором Зинджирлы. Всего год в Бахчисарае и совершенно изменившийся взгляд. Причем и у Максуди-старшего, и у младшего. Ахмед Хади упрочивается в своей вере в несовершенство и косность образования татар на родине, а Садри начинает всерьез задумываться о том, где ему продолжить обучение. Весть о смерти отца муллы из Ташсу возвращает мечтателей назад, в Казань. Причем Апанаевское медресе отказывается принять бунтаря-преподавателя назад и вдобавок отчисляет весь его класс. А в этом классе, между прочим, учится еще один будущий видный татарский деятель, друг Садри Максуди Гаяс Исхаки. На волнах бесконечных мыслей о самоопределении татарского народа, своего собственного места в его судьбе, Садри Максуди вновь оказался перед выбором, где и какое образование ему нужно получить.
В последние годы жизни Садри Максуди жил прямо в библиотеке. Там стояла его кровать, там же он и работал. На стене в ней висело два портрета. Первый — Мустафы Кемаля Ататюрка, а второй — Льва Толстого. Почему именно Толстого? В юности, когда Садри Максуди не мог решить, где ему продолжить свое обучение, он познакомился со Львом Толстым в Ясной Поляне и попросил дать ему совет как представителю татарской молодежи. Толстой ответил однозначно: «Париж». Максуди был благодарен за мудрый совет всю оставшуюся жизнь. Не имея ровным счетом никаких определенных ожиданий от Сорбонны, Максуди следует за своими устремлениями и поступает на юридический факультет. В Париже происходит вторая судьбоносная встреча в его жизни с Юсуфом Акчурой. В Сорбонну Акчура прибыл с мыслью о тюркском единстве, новой навязчивой идеи, витавшей по обе стороны Босфора. Так родились великая дружба и великая идея об объединении всех российских тюрок. Еще в 1903 году Садри Максуди и Юсуф Акчура из Парижа организовали всеобщее празднование 20-летия газеты «Тарджеман» «Переводчик», основанную их общим духовным отцом Исмаилом Гаспринским. Максуди впоследствии писал: «Это торжество было, по сути, первым съездом российских тюрок и стало большим событием в истории их национального пробуждения». В 1904 году Акчура возвращается в Казань, откуда продолжает организовывать последующие съезды мусульман и создает партию «Союз мусульман». В 1906 году возвращается Садри Максуди. Уже в августе того же года избирается председателем партии и ее представителем во Второй Государственной Думе Российской империи. После французской революции существовало мнение о том, что каждый народ, каждая нация имеет право на самоопределение. И Максуди отстаивал именно эту позицию в отношении всех мусульманских народов Российской империи. Он добился определенного успеха, и в Думе часть голосов стала принадлежать мусульманскому меньшинству. Однако, через некоторое время царская власть, посчитав это опасным, свела количество голосов до минимума. Накануне Октябрьской революции Садри Максуди попытался сделать то, чего так жаждал весь татарский народ — вернуть нации государственную обособленность, дать ей самоопределиться. Территории сегодняшних поволжских республик были объявлены территорией штата Идель-Урал. В 1917 году было объявлено независимое татарское государство. Это произошло впервые с момента взятия Иваном Грозным Казани в 1552 году. Однако, ввиду того, что само существование татарского автономного государства не устраивало российскую правящую верхушку, оно прекратило свое существование. Эта концепция была очень интересная. Она, во-первых, не этническая по своему составу и даже по названию, да, там потом создали татарскую, башкирскую республики, причем это инициаторами были большевики. А вот он-то как раз был за полиэтнические государства, которое включало бы и татар, и русских, и башкир, и чуваш, и марийцев, и все они были согласны войти в такое государство. Против Максуди, который был всем как кость в горле, быстро сфабриковали дело, касающееся его якобы незадекларированной собственности. Это был знак, который Садри прочитал безоговорочно. Он бежал сначала в Финляндию, потом окольными путями добрался до Парижа. Снова Париж, снова Акчура и на этот раз также бежавший Гаяс Исхаки. Их дружба была основана на доверительных отношениях. Это был очень близкий друг. Мы его считали своим дядей, потому что других родственников у нас не было. Трое талантливых, амбициозных татар, бессимптомно болеющих тюркизмом. Максуди преподает в Сорбонне на кафедре права. Акчура, пользуясь своими прежними связями в Стамбуле, примыкает к Мустафе Кемалю Ататюрку, предопределяя тем самым судьбы всех троих.
Садри Максуди тем временем увлеченно восстанавливает историю тюркского права, печатает свои статьи в периодике и в результате получает личное приглашение от Ататюрка. Помимо письма с приглашением, Мустафа Кемаль Ататюрк присылает Максуди свою фотографию, что само по себе было большой редкостью. На обратной стороне карточки было написано «Профессору Сорбонны Садри Максуди» и стояла личная подпись турецкого лидера. Чтобы нам с вами понимать, что представляла собой Турция на рубеже веков, достаточно взглянуть на историю любой империи, не пережившей наступление 20-го столетия. Нация перестает ощущать себя единой, граничные территории откалываются на обособленные государства. Единственное, что держит людей вместе, это бесконечное доверие своему новому лидеру. И вот здесь у всех все было по-разному. Ататюрк, к примеру, мечтал вернуть Турции былое процветание, но уже как светскому, имеющему в своей основе либеральные ценности государству. Начало деятельности Садри Максуди пришлось на конец распада Османской империи и начало борьбы Турции за независимость. У народных масс наблюдалось упадническое настроение, ведь прежнее государство развалилось. Максуди своими лекциями и статьями поднимал дух общественности, напоминая людям, что они являются потомками большого и сильного народа с огромной историей. То, что он занимался политикой, он обосновывал в теории, и мне очень трудно отделить. Я тоже вроде директор, я не хочу себя с Садри Максуди сравнивать, но для меня политика и наука шли вместе, по крайней мере, когда я был советником у Шаймиева, то есть научная часть была очень важной такой составной частью самой политической деятельности. Современная Турция – это сосредоточение европейской светскости и азиатского шарма. Таково ее мыслили отцы-основатели, среди которых был и Садри Максуди. Rahman ve Rahim olan Помимо знаменитой истории и теории тюркского права, Садри Максуди написал книгу о турецком языке с позиции историка. Он также создал монументальный по своей значимости труд «Социологические основы чувства национализма». Я скажу, это хороший фундамент, который вполне работает и сегодня. Ясно, что с тех пор вот у нас целые институты появились, а он тогда был ограниченный и в источниках, и по времени. В этой книге Максуди описывает, что такое нация и каковы принципы национального единства. Поэтому она является очень важным источником знания в вопросе о существовании нации как таковой. Эта книга постоянно переиздается, что говорит о ее актуальности на сегодняшний день. Садри Максуди и Мустафа Кемаль Ататюрк. Никто не может доподлинно сказать, были они друзьями или нет. Многие считали, что Максуди имеет большое влияние на Ататюрка. Не безосновательно. Ататюрк часто приглашал Максуди к себе во дворец для обсуждения широкого круга вопросов. Злые языки то и дело пытались рассорить Максуди и Ататюрка. Ататюрку сказали, что Максуди на своих лекциях в университете совсем его не упоминает, принижая тем самым историческую значимость личности турецкого лидера. Мустафа Кемаль решил лично проверить информацию и неожиданно появился на экзамене, который принимал Садри Максуди. К доске подошла молодая девушка, и Ататюрк задал ей вопрос: кто является новатором в турецкой истории? Девушка ответила, что новатором является Мустафа Кемаль Ататюрк, и начала рассказывать обо всех революционных нововведениях, которые он привнес. После этого случая Ататюрк еще раз убедился в верности Садри Максуди и лично написал предисловие к его книге. Мальчишка из деревни Ташсу. Кто бы мог поверить? После смерти Ататюрка он даже чуть было не стал президентом Турецкой республики. Народ принимал его либерализм,
гуманизм, терпимость. Мало кто знал, через что пришлось ему и его семье пройти на родине, где спустя годы факт самого его существования был вычеркнут отовсюду. Ну, иммигрант. Тогда мы просто не знали иммигрантов или знали только понаслышке, изучали как врага, да, нежели как который внес большой вклад в историю, государственность Татарстана. Поэтому это участь всех иммигрантов была. Центральную мысль работ Садри Максуди можно увидеть на его надгробном камне. Идея этой надписи принадлежит матери Генуль Адиле Айде. Она гласит «Туркизм и гуманизм». Эта надпись свидетельствует о том, что Садри Максуди был либеральным националистом, причем начиная со времен Российской империи и до конца своих дней. Садри Максуди называл себя не татарином, а казанским турком. Имеется в виду Казань не в значении города, а как Казанское ханство. Кем же он был, Садри Максуди? Выдающийся татарский деятель или турецкий? В 2016 году в сквере Стамбул в Казани первые лица республики открыли памятник Садри Максуди. Формальный, но очень смелый шаг навстречу осмысленности и осознанию того, как сегодня позиционируют себя татары в современной истории. Все это свидетельство того, что не все потеряно, что будущее у потомков великих тюрков на берегах Волги определенно есть. Надо только помнить свое родство и в любой ситуации действовать только с позиции гуманизма, как завещал нам Садри Максуди.